чувство тревоги, чувство озабоченности и чувство, вот, наверное, в первый раз после вот долгих послевоенных лет и до признания, вот это чувство было, что же нас ждет, почему так? Вот это чувство, оно меня обуревает, и я думаю, что я не могу говорить за весь народ. За весь народ могут говорить только те, кому это Конституция позволяет говорить. В отношениях бывает всякое. Бывает восхождение, бывает падение, бывают какие-то разногласия. И, безусловно, они решаются в процессе переговоров. И разговор должен идти, безусловно, на языке дипломатии, на языке корректном, на языке взвешенном. Ведь недаром говорят в народе у нас на абхазском языке для тех людей, которые являются или берут на себя ответственность за большие свершения или в будущем собираются взять на себя такую миссию, рафя и радзана и чаверу. То есть каждое слово должно быть взвешенным, потому что если говорит просто человек у себя на кухне, этого никто не слышит. Но когда он это транслирует в пространство, которое доступно огромному количеству людей, безусловно, оно отразится на всех. Поэтому я считаю, что все те, которые причисляют себя к общественным деятелям, к политическим деятелям, к органам власти и управления. Все они должны жить и действовать так, и говорить так, чтобы их слова отразились благотворно на их народе, на тех взаимоотношениях, которые они считают важными для своей страны, для своего народа. Я не хочу сейчас говорить о юридических тонкостях всего этого. Мне кажется, сколько юристов, как говорят, два юриста, три мнения. Поэтому я просто хочу высказать свою точку зрения как гражданина, как человека, который живет на этой земле, растит своих детей, связывает свое будущее с этой страной и со своим соседом, которого мы считаем, по праву считаем стратегическим партнером. Сегодня ему нелегко. Сегодня он борется тоже за свое существование, за свой суверенитет. И мы как никогда должны проявить свое партнерство. Мы стратегическое партнерство, соучастие, сопереживание. Я думаю, что вот это та позиция, которая должна исходить от каждого гражданина нашей страны, от нашего руководства, от гражданского общества, от политических, общественных деятелей. Все в Абхазии, надеюсь, отдают себе отчет, что у нас, кроме Российской Федерации, другого государства, которое помогает, охраняет, обеспечивает безопасность, помогает нам развиваться, к сожалению, большому нет. И, конечно, мы это должны осознавать на всех уровнях, особенно люди, которые занимаются политикой. Мы должны своему народу объяснять, в какой ситуации мы пребываем. Я бы хотел, если можно, чуть шире сказать, что вы видите, что в мире происходит. Ну хорошо, нам кажется, что мир очень далеко от нас, и все большие глобальные проблемы нас не касаются. Но выстраиваются какие-то новые отношения у Российской Федерации с Грузией. Нам нужен новый общественный договор внутри Абхазии. Мы без этого не сможем развиваться. Мы не сможем ни о чем договариваться со своим союзником, не зная, что у нас, какая у нас ситуация внутри. И это не будет хорошо ни сегодняшней власти, ни завтрашней, ни послезавтрашней. Я считаю, что нам нужно переговорить между собой. Нам нужна новая концепция, внутренняя, абхазская. Мы говорим, что мы хотим суверенное, независимое государство строить. Ради этого все случилось 30 лет назад. Но мне кажется, нужна какая-то внутренняя абхазская перезагрузка. Это первое. И второе, я абсолютно убежден, что и перезагрузка отношений с Российской Федерацией нам тоже необходима. Еще обязательно хочу коснуться тех вопросов, которые обсуждаются в обществе. Знаете, эти вопросы не новы. Их можно назвать сегодня апартаментами, вчера жилой недвижимостью, послезавтра еще какое-то название придумать, да, для этого проекта. Но я насколько уверен в этом, говорю уверенно, что эти вопросы поднялись не сегодня, не вчера, не позавчера. И давайте не будем искать виноватых, при ком это началось. Можно называть персонально фамилии, какой президент, с чьих пор эти вопросы российская сторона ставит перед абхазским обществом. Нужно найти выход. Все эти фобии
и, скажем так, опасения, вызванные, да, вот строительством апартаментов и так далее, это в какой-то части кто-то говорит о демографии, кто-то говорит о других вещах, но мне кажется, к большому сожалению, за 30 лет у нас не было рывка для того, чтобы создать, экономическое какое-то, чудом не назовешь, конечно, это, но нам нужно помочь своим людям создать средний класс. Для того, чтобы создать средний класс в Абхазии, нам нужно обращаться к нашему союзнику, чтобы он нам еще раз помог. Я убежден, что Российская Федерация, руководство России и в будущем будет нас поддерживать для того, чтобы выглядеть во всем мировом сообществе, где сейчас Россия ведет борьбу и говорит, что мы против однополярного мира, мы против правил, которые навязываются всем. Вот вы тоже маленькая страна, но нам нужна еще помощь. Мы всегда благодарны, вы знаете, как мы всегда отстаиваем и интересы, в том числе Российской Федерации. Наши ребята сегодня находятся на Донбассе, сегодня отстаивают интересы России. Это будет продолжаться всегда. У нас нет в Абхазии людей, кто плохо настроен к нашему союзнику. Просто нам всем надо быть немножечко более дипломатичнее и, конечно, отстаивать права нашего народа, нашего государства, но в том числе учитывать, безусловно, интерес нашего союзника. Есть еще в Абхазии обычный простой народ, который с большой надеждой относится к России, считает своим другом, стратегическим партнером. Тем более сейчас, когда такое время, мы должны быть наоборот рядом с ними, мы должны их поддерживать. Оппозиция, конечно же, имеет право идти во власть, но хочется вспомнить, что все равно мужчины и женщины должны вести себя более корректно, не оскорблять никого в Фейсбуке. Это нас не красит, это читают все. И если мы не будем уважать друг друга, то и нас никто не будет уважать. Я думаю, что мы в политике должны были уже набрать опыт за все это время, должны были вырасти. Я больше чем уверена, что президент, наоборот, старался, чтобы у нас отношения были хорошие с Россией. Но, к сожалению, все эти митинги привели к тому, к чему привели. И за аэропорт сколько высказывались. Хотя аэропорт меня очень сильно удивил. У нас нету своей собственной авиакомпании. Для чего нужен был нам аэропорт? Для того, чтобы его хранить как музей. И разве не лучше, когда к нам будут прилетать гости, когда у нас будут рабочие места? Мы же должны как-то развиваться. Если у нас нет собственной авиакомпании, это же не значит, что аэропорт должен был простаивать. Оказывается, он нужен. Оказывается, это правильно сделано для нашего государства. Это развитие. И поэтому я очень верю Аслану Георгиевичу, очень доверяю ему. У него правильная политика, правильное отношение. Мы не можем жить одни, надо как-то развиваться во всех направлениях. И поэтому я, естественно, буду поддерживать Аслана Георгиевича Абжаня во всех вопросах.